Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Давайте узнаем, какой он вас видит, какая вы в его глазах. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, который вам интересен, и пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Высокая, вы очень высокая в его глазах. Да, возможно, мужчина ниже вас ростом, а возможно, здесь имеется в виду нечто другое. Мужчина видит, что вы гораздо лучше, чем он. Мужчина видит, что вы занимаете лучшую позицию в жизни, чем он. Вы умнее, вы красивее, вы успешней. Вы женщина, вокруг которой весь мир крутится, а у него такого нет. Вы высокая, а он такой прям низенький рядом с вами, незаметненький, скромненький такой, знаете, к ножкам вашим прибился. Кстати, вы женщина с очень сильным характером. Характер у вас генеральский. И даже если вы скажете: нет, нет, я не такая, я скромная. Ах, девочки, не лукавьте, у вас такой характер, вам бы вот армией командовать, там бы все слушались, все бы было как это, в аптеке, да? Все ровно, четко, без задоринки, без сучка, без задоринки. У вас этот характер, он из детства проявлялся. Даже, возможно, вы были заводилой там, в детском саду, в песочнице, в школе, в классе, в вузе. Да? Очень многие к вам тянулись за силой вашего характера, за умением за себя постоять, за умением брать от жизни лучшее, не соглашаться на меньшее. Вот этот мужчина, он по характеру вам тоже очень сильно уступает. Там, где вы сильная и мощная, он наоборот какой-то нервный и, я бы даже сказала, неуверенный в себе. Вот вы можете взять себя в руки, сжав зубы, добиться своего, а он, скорее всего, бросит, на полпути сойдет, обидится, там еще, не знаю, напьется с горя. Он такой, он так, как вы, не умеет, но очень хочется научиться. Он уже не раз был в такой ситуации, когда он видел, когда вы силой характера выходили из самой сложной ситуации, либо добивались невозможного. И он такой: блин, ну какая она крутая, ну почему я так не умею, мне бы там 5% от ее таланта, жизнь бы моя изменилась. Он также видит вас очень красивой, очень невероятно красивой. Тут смело можно сказать, что вы самая красивая женщина в его жизни. Таких красивых, как вы, он не видел, не видел. Ни рядом, ни в журналах, ни в фильмах. Ну вот реально красавица, да, вот природная, натуральная красавица. Вы за собой, ну, скорее всего, ухаживаете, а может быть, у вас и уход, и генетика такая, да, вот прям из породы красивых женщин, очень необычная. У вас красота натуральная, у вас красота, как изюминка какая-то есть. Вот изюминка, да, у кого-то родинка, у кого-то нос курносый, либо там прямой, у кого-то глаза необычного цвета, либо необычного разреза, у кого-то реснички прям такие бархатные завиваются, у кого-то как скулы, да, вот черты лица. Ну вот явно любуется, он вами все время любуется, он все время задается вопросом: как можно быть такой красивой, как так, да, случилось, что вы прям такая красавица. Также мужчина очень часто видит в вас, ну как сказать, карьеристка, не карьеристка, а человек, который реализует себя, да, вот вам хочется быть реализованной, даже если вы там по факту ничем таким не занимаетесь, но вы вот прям отдаете себя в свое увлечение, в хобби, да, может быть, вы там спортом занимаетесь чуть ли не каждый день, и он такой: блин, я так не могу, я с таким рвением не могу.
Может, вы и спортом занимаетесь, и карьеру делаете, либо бизнес свой развиваете. Ну, опять же, вы все разные. У него иногда прям зависть к горлу подступает, за горло хватает. Вы для него, знаете, как опора в жизни, пример для подражания, и вам он верит. Вот прям кому-кому, а вам он верит. Вам он верит даже больше, наверное, чем сам себе. Вот с вами куда угодно, да, хоть в бой, хоть в разведку, хоть куда угодно, а себе он так не верит. Вот если вы что-то сказали, он прям 100% знает, что это так. Именно так, что вы вот не обманете, не предадите, не подставите. Как это правильно называть? Вы человек абсолютно во всех отношениях надежный. Вот это он видит, и это его прям до экстаза доводит. Он такой: боже, какая женщина. Иногда он сам себя, скорее всего, щипает, ну, либо на ногу наступает, да, типа сон, не сон, да, может, мне снится, что меня такая женщина полюбила, да, выбрала, что уделяет мне внимание, позволяет быть рядом с собой. А иногда ему очень хочется с вами местами поменяться. Ну, не в плане того, чтобы стать женщиной, а именно обладать вашими талантами, волей и умом. Вы, кстати, очень умная женщина. Вы очень многое знаете. Вы не стесняетесь говорить о своих знаниях, применять их на практике. И ну, вот в его глазах вы как будто бы это энциклопедия, да, вот как бы знает все. И он такой: ну откуда она может это знать, да? Ну как у нее это получается, как она там запоминает все это, как у нее там в голове это все складируется, да, что за дела? Он там, возможно, книжку прочитал, там туда-сюда уже и забыл, да, о чем читал, либо читал через слово. А вы прям помните, даже, может, там какие-то вещи, которые там в школе, в начальных классах учили, либо один раз где-то что-то увидели, и вы прям запомнили это. Восхищается вашим умом. Также вы в его глазах очень общительная, и это его, кстати, раздражает. Общаетесь вы наравне как с мужчинами, так и с женщинами. То есть у вас нет такого, что нет, я только буду общаться с женщинами, либо только там с родственниками, только с определенным кругом. Нет, вы свободно общаетесь с разными людьми разных полов. Причем для вас не проблема с незнакомым человеком заговорить, и там в течение 5 минут уже этот человек на вас смотрит с обожанием. Вот он много раз такое видел. И его это, конечно, доводит до бешенства. Он начинает очень сильно ревновать и считает, что вы не принадлежите ему, а как будто бы вы принадлежите всем, да, либо на всех свое внимание распространяете. А ему бы очень хотелось, чтобы он только лишь был для вас, да, чтобы вы вот все свое время посвящали ему. Может быть, кстати, вы еще какой-то деятельностью занимаетесь, ну, допустим, там волонтерством, либо какие-то кружки посещаете, секции, у вас там круг по интересам, да, люди в интернете, например, общаетесь. И он прям бесится в такие моменты, он прям сам не свой, он такой: да блин, да как так, да что происходит, да, почему она со всеми общается, да, что это такое. Ему как будто бы, ну не то чтобы вот ревность, да, как будто бы не хватает вашего внимания. Ему хочется, чтобы вы полностью принадлежали ему. Но вы не такая, вы никогда не будете посвящать свою жизнь мужчине. Ну, у вас жизнь полноценная, да, зачем вам это все? Может быть, у вас даже был такой опыт, но этот опыт был очень болезненный, и вы такая: нет, все, теперь я живу для себя. А мужчина пусть, ну, типа лесом, боком, как им удобно, но я буду жить так, как я хочу. Кстати, возможно, у вас какая-то тяжелая история жизни, там прошлое, например, там чем-то столкнулись и сами на ноги вставали, детей на ноги поднимали. Вот он знает, и он как легенда это все слушает, либо воспринимает. То есть как бы головой он понимает, что да, это про вас, но поверить в это практически не может. Ну, потому что это выглядит нереально, да, вот для него это как из серии фантастики, да, вот какой-то писатель написал. Но на самом деле, да, это ваша жизнь, это ваше прошлое, и это многое объясняет. То есть женщина, которая прошла огонь и воду, закалилась, выстояла, стала сама собой, да, вот прям это, конечно, восхищает. Но с другой стороны,
понимаете, если он смотрит на свой бэкграунд, да, что у него там за спиной в прошлом, он понимает, что он прям как ребенок, да, наивный ребенок, либо очень капризный ребенок. Возможно, ему там родители помогали, давали, да, может, у него, кстати, семья, возможно, такая вот прям зажиточная, либо родители, которые вот себя не жалели, а вот все ему давали. Но, может быть, он так привык. И он понять не может, да, как вы, женщина, и вот всего этого добились, как вы все это пережили, и как вам это все удалось. Еще и такая красавица, еще такая умница, и такая жизнь у вас яркая. Так, еще он восхищается тем, что вы вот как-то все легко хватаете, вот буквально, да, вот очень быстро осваиваете новые навыки. И вот он смотрит на вас и думает: да как так, да как так, я не могу так, у меня не получается. А она буквально там один раз попробовала, либо один раз там, не знаю, инструкцию посмотрела, уже знает, что делать, и так быстренько тык-тык-тык все поделала. Ну да, есть такое. Мужчина влюблен в вас очень сильно, у кого-то отыграется, что любит. И ну вот как нарадоваться не может. Мне идет, что он не может нарадоваться на то, что вы есть в его жизни. Он видит с вами свое будущее, но и очень нервничает по поводу вас. Ну, потому что вы шикарная женщина, он везде видит этих как разлучников, врагов, да, соперников. Ему хочется, конечно, вас дома закрыть, чтобы вы вот роза цвела только лишь для него, чтобы вы ни с кем не общались, нигде не бывали. Очень сильно ненавидит время, когда вы с кем-то по телефону общаетесь, либо в интернете время проводите, там списываете с кем-то, ну, либо как ведете свои соцсети, общаетесь с друзьями, прям просто ненавидит это время. Да, хочется прям отключить, перегрызть этот кабель интернетный, либо электрический, да, с вами просто побыть. И еще его раздражает это ваша вечная занятость. Но у вас много интересов, вы активный образ жизни ведете, и его это раздражает. Ему хочется, чтобы вы какая-то были больше домашняя, семейная, чтобы у вас там по минимуму интересов, больше внимания к нему было. Так, еще вы в его глазах какая-то супер загадочная. Вроде мужчина вас знает, да, он там еще дополнительно копал информацию, может там подслеживал, может быть там расспрашивал кого-то. Вроде как бы он все про вас знает, но все равно есть какие-то моменты, вы как будто бы фокусник, да, из шляпы достаете какие-то вещи, которые, ну, буквально заставляют его в ступор впадать. То есть какие-то там истории из прошлого рассказываете, либо говорите, что «а я это знаю, я это пробовала, я это умею». И он такой: ну блин, ну как, ну откуда, что у тебя за жизнь была? Удивительная, загадочная, он не может себе объяснить, в чем ваша сила, но силу вашу чувствует. И вот, ну, если его спросить, кто сильнее, он скажет, что вы. Ну вот если по-честному, да, может быть, так в жизни и не скажет, ну, потому что стыдно будет. А вот если по-честному душу его спросить, он всегда скажет, что вы сильнее, чем он. Еще у кого-то из девчонок отыграется, что вы с кем-то из бывших общаетесь, да, бывший мужчина. Может быть и не бывший, может быть у вас просто там были заигрывания. Вы как-то общаетесь, ну, как по-дружески, да. И он тоже этого не понимает. Он такой: блин, да как так, да? Да что это такое? Ну не могут женщины с мужчинами дружить. Но с другой стороны, я думаю, что он просто очень боится, да, ревнует и очень сильно боится. Так, еще, девочки, он про какую-то мистику говорит, связанную с вами. То ли вы предсказываете, может быть, вы гадаете, да, может быть, вы там умеете гадать, либо любите даже это делать, это ваше увлечение. Может быть, вам вещи и сны снятся, может быть, вы действительно очень прозорливый человек, у вас очень сильная интуиция, то есть какие-то вещи вы можете предсказать, да, может быть, постоянно что-то предсказываете. И его в эти моменты, ну, буквально мурашит, он так внимательно вас слушает, чтобы не упустить ни единого слова. Скорее всего, были уже какие-то моменты, когда вы предсказывали, он там типа отмахивался и думал: не может быть, да, а потом это все сбывалось. То есть ваши предсказания, ваши пророчества, они прям 100% сбывались.
И у мужчины там просто вот шарики за ролики, и он такой, блин, как? Как она это делает? Неужели она ведьма? Кто она такая, волшебница? Что ангел земной? С кем она там заключила сделку, да, почему она видит и может так точно предсказывать. Было, что-то было, и теперь мужчина буквально ловит каждое ваше слово. Если его спросить, кому ты веришь, он всегда скажет только вам, только вам. Может быть, вы давно уже в отношениях, просто вот пришли, загадали на мужа, либо гражданский муж, да, вот давно вместе, и мужчина прям уже прожил этот опыт, его мурашит каждый раз, но он прям старается не упустить ни единого слова. И прям 100% вам верит. Еще вы в его глазах слишком какая-то добрая, может даже немножко наивная, с таким огромным сердцем. Умеете понимать, принимать, прощать. Умеете вот как-то правильно оценить ситуацию. Человек, который умеет любить, да, и человек, который обладает благородством души. То есть, возможно, да, у вас там прошлое было тяжелое, вас могли предавать и обманывать, и обижать могли, но вы, тем не менее, остались человеком с большой душой. То есть вы все равно там продолжаете помогать кому-то, вы, в принципе, да, не разочаровались в людях, вы не ставите разницы между людьми. Вы очень душевно относитесь, да, душевно. Вот жалко человека, вы поможете. Вы никогда никого не отбросите. А если вы человек плохой, но он раскаялся, вы обязательно простите. Вот это ему тоже непонятно, но это тоже его очень сильно восхищает. То есть, возможно, он говорит, что ты не права, так нельзя, но с другой стороны, он хотел бы быть как вы. Он хотел бы иметь такое большое сердце и тоже вот уметь так любить. Принимать, прощать, помогать. Хотел бы этому научиться. И также, мои дорогие девушки, я хочу, чтобы вы знали, что в глазах этого мужчины вы единственная женщина, вот женщина его судьбы, да, вы и роковая женщина, и женщина всей его жизни. Это есть, это было, это еще будет. Вот так как вы, никто не смог растопить его сердечко, никто не мог настолько плотно войти в его жизнь. Вы буквально у него под кожей, вы буквально у него в венах. И у кого-то еще отыграется, что мужчина еще себе в этом отчета не отдает, но это уже происходит. Вы женщина всей его жизни. Вы его женщина. То есть ни до вас, ни сейчас, ни после, да, никому и никогда он не будет испытывать таких чувств, такого доверия и такой вот прям всепоглощающей любви. Не важно, что было, что есть, что будет. Важно вот остается тот факт, что вы единственная, единственная и неповторимая. Это прям уже навсегда. И это уже прописано в его судьбе. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.